Более 3000 туристов посетили музей денег Банка Абхазии со дня его открытия, а коллекция музея выросла в 3 раза. 5 лет назад состоялось знаменательное событие для всех, кто интересуется историей и нумизматикой. В самом центре Сухума открылся музей денег главного банка страны. Первый юбилей, а значит время рассказать об успехах и планах, а планов много. Помимо туристов, музей посещают и жители республики. Большой интерес проявляют школьники. Можно сказать, что музей в принципе состоялся. Мы долго думали, будет ли пользоваться спросом этот музей, потому что специфическое направление, я бы сказал, узкое, не каждый человек интересуется нумизматикой, историей денежного обращения. Но, как оказывается, помимо того, что есть люди, которые интересуются, музей также и воспитывает интерес, формирует интерес к монетам, и радует то, что очень много маленьких детей приходят, которые говорят о том, что они уже начинают собирать монеты, кто-то древние, кто-то советские, кто-то абхазские. То есть и музей такую воспитательную, идеологическую, образовательную. Директор музея Стамуртания рассказал о талантливых художниках, создающих проекты памятных монет и банкнот. Среди них Батал Джопуа, чьи эскизы были представлены в рамках юбилейного мероприятия, а также Руслан Габли, Адгур Дзидзари и Тимур Кайтан, которого, к сожалению, нет в живых. Я хотел бы обязательно вспомнить Миру Константиновну Иналову. Это был выдающийся подвижник абхазской науки. И ее поддержка, ее добрые слова, помощь прямая, советы, потому что она очень серьезно занималась в широком смысле историей Абхазии, нумизматикой в частности. Я ее хотел бы, к сожалению, ее с нами нет, но ее вклад в это дело был очень большой. Здесь сегодня, в связи с 5-летием, мы развернули небольшую выставку. У нас сформировался вокруг Национального банка такой творческий коллектив художников, которые готовили проекты монет и банкнот, памятных банкнот Абхазии. Главным художником Национального банка Абхазии, хоть неофициально, но на деле является наш выдающийся художник Батал Рушневич Джопуа. Здесь представлены его эскизы. Вы, ознакомившись с ними, увидите, как происходил творческий процесс. Какие-то эскизы были воплощены в металл и в бумагу, какие-то нет. Но это тоже очень важно, чтобы понимать, как создается монета. В зале, собственно, вы увидите даже инструменты, с помощью которых эти монеты чеканились уже на монетном дворе. Здесь у нас тоже хочу поприветствовать, у нас Адгур Дзидзари присутствует, Руслан Габли, они тоже внесли замечательный вклад, ими создан ряд интересных монет, вы с ними тоже можете ознакомиться. Я надеюсь, они нам тоже передадут в дар свои эскизы, во всяком случае, они обещали. Хотел бы, вспомнить ушедшего от нас художника Тимура Кайтан, который тоже работал на этом направлении. Хочется, чтобы эта история расширялась, и расширялся круг людей, интересующихся этой темой. Поздравить коллектив музея с первой юбилейной датой пришли друзья и единомышленники, которые все эти годы были рядом. Доктор исторических наук Сергей Шамба подчеркнул значимость музея в новейшей истории Абхазии. Не только нужно, но и полезное оказалось событие в нашей истории современной, потому что с древних времен на территории Абхазии очень интенсивно развивались такие торгово-экономические связи с различными регионами Черного, Причерноморья, Средиземноморья, Ближнего Востока. Здесь в большом количестве найдены были монеты во время раскопок в Пицунде, в Сухуме, в Севастополе, когда изучали Диоскуриаду, в Цибильде, в разных других местах. Как было сказано, с раннеантичного времени и до сегодняшнего дня очень богата наша территория такими находками. И особенно хочу отметить, что руководство
этого музея очень активную работу такую проводит. Мы часто здесь встречаемся, разные мероприятия здесь проводятся. И вот большое количество монет современных, которые издаются нашим банком, и купюры, которые издаются, они, конечно, замечательны и по своему исполнению, и вообще очень значительный вклад вносят тоже, конечно, в развитие нашей государственности. На сегодняшний день в собрании музея представлены монеты Древней Эллады, полисов Малой Азии и Северного Причерноморья, Римской империи, Парфии, Византии, Сасанидского Ирана, Арабского халифата, Оттоманской порты, Российской империи и других стран, с которыми у Абхазии были исторические и культурные связи, а также старинные банкноты и инструменты для производства денег. Музей также является местом притяжения для коллекционеров, которые собираются здесь, чтобы поделиться информацией и пополнить свои коллекции. Старейший коллекционер республики Карлен Еремян собирает монеты, значки и медали более 50 лет. Людям это надо, детям это надо, потому что бегать дети лишний раз туда-сюда не будут, курить не будут, а будут чем-то заниматься. Это история. У нас где что ни сделай, ни капни, там монеты или старина, или, в общем, у нас очень богатый край, и крепости есть, все есть. И людям интересно. И в наших монетах, бонах отражается вся история Абхазии, а людям это надо знать. Музей был создан по инициативе председателя Национального банка Беслана Барателия и впервые открыл свои двери 14 мая 2021 года. С тех пор он играет активную роль в культурной жизни страны, привлекая туристов и жителей республики, а также являясь площадкой для встреч историков и коллекционеров. Ирина Аршба, Давид Хашик, Абхазское телевидение.